Вы смотрите новости на телеканале «Якутия-24». В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах этим утром. Пандемия продолжается, однако пособие по безработице для ИП становится прежним. Вступил в силу целый ряд изменений. Изменится и расписание поезда Нижний Бестях-Нерюнгри. Оно станет более удобным. Нерюнгринская ГРЭС готовится к отопительному сезону. Расскажем о ремонте в летний период. Действие нормы о повышенном размере пособия по безработице для предпринимателей прекращается. До пандемии ИП могли претендовать только на минимальный размер выплат, который составлял 1500 рублей в месяц. Напомню, сумму пособия временно увеличили до 12 130 рублей. Получать такую выплату предприниматели могли в течение 3 месяцев. Также после 1 октября отменяется правило об автоматическом продлении пособия для граждан, у которых право на выплату истекло после 1 марта текущего года. Кроме того, с 1 октября вводится обязательная маркировка для духов, туалетной воды и фотоаппаратов, а также фото и ламп вспышек. С помощью приложения «Честный знак» на смартфоне можно проверить, какой товар вы покупаете, подлинный или контрафактный, и при выявлении нарушения направить жалобу. На бесплатных пробниках духов маркировка будет отсутствовать. Заканчивается послабление и при покупке ОСАГО. Напомню, особый порядок заключения договоров ОСАГО без диагностической карты действовал во время пандемии. Теперь пункты техосмотра снова работают в обычном режиме. Также с 1 октября при покупке страховки требуется предъявить диагностическую карту или назвать ее номер. Те, кто купил полис без карты, должны до 31 октября пройти техосмотр. А вот владельцам вездеходов или снегоходов, а также тракторов штраф за непройденный техосмотр увеличат в несколько раз. Правительственная комиссия одобрила соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Когда поправки будут приняты и вступят в силу, то за нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин будет назначаться штраф от 500 до 1000 рублей. Сюда же относятся снегоходы, квадроциклы и иные вездеходы. Сейчас штраф составляет от 100 до 300 рублей. Должностным лицам придется раскошелиться на штраф от 3 до 5 тысяч. Сейчас он может быть назначен в пределах от 500 до 1000 рублей. Вдоль дорог в России появятся многофункциональные зоны с площадками для питания и отдыха, торговли и сервисным обслуживанием. Об этом сообщили в Росавтодоре. МФЦ необходимы для комфортного путешествия автотуристов, работы дальнобойщиков и для развития прилегающих территорий. Такие зоны могут включать мотели и детские площадки, ярмарки местных товаров, сувенирные магазины. Здесь даже могут разместиться торговые сети. Сейчас вдоль федеральных трасс в России действует около 14 тысяч объектов дорожного сервиса. Как правило, это только автозаправочные станции, пункты питания и торговли. Расписание поезда компании «Железные дороги Якутии» станет более удобным. С середины декабря пассажирский состав, следующий из Нижнего Бестяха в Нерюнгри, переходит на новое расписание. Подробности у Артура Старостина. Акционерная компания «Железные дороги Якутии» усовершенствует условия трансфера перевозки пассажиров. С 15 сентября пассажирский поезд перешел на ежедневный режим. А с 26 сентября начал курсировать теплоход «Рукавишников» компании «Ленотранс». Прибывших из города Якутска пассажиров на берегу встречает автобус, чтобы они могли без препятствий приезжать на железнодорожную станцию. Но на данный момент существует одно неудобство. Эти люди проснулись сегодня в 4 утра, чтобы успеть к рейсу. Расписание надо совершенствовать. Потому что сейчас, мне кажется, не очень удобно. Рано утром надо убираться с той стороны. Поэтому он уходил отсюда попозже. И более организованная доставка была. Переход на новое расписание позволит избежать непредвиденных задержек поезда, отмены трансфера из города Якутска в Нижний Бестях в связи с неблагополучными метеоусловиями, точнее утренним туманом. С 13 декабря прибытие поезда на станцию Нижний Бестях будет в 12:44 дня местного времени, отправление в 19:30. Ежедневно.
На данный момент транзитов, передвигающихся по железнодорожному пути в связи с пандемией, не так уж много, но их число в скором времени должно увеличиться. У нас было отправление до Нейрингри, купейный вагон, плацкартный вагон до Нейрингри и общий вагон до Нейрингри. Также у нас сегодня был Благовещенский состав, плацкартный. В общем, примерная численность, около 50 человек сегодня было отправление. Новый график движения станет значительно удобнее для пассажиров, которым не придется просыпаться рано утром, как вот сейчас. Этот поезд прибыл в Нижних Вестях в 5 утра, а отправился в 10 утра. Артур Старостин, Микино-Кангаласский район. Автобусы возобновят движение по улицам Губина и Курнатовского в Якутске сегодня. С 1 октября к прежнему маршруту по улице Губина вернется автобус номер 6. По улице Курнатовского к прежнему проезду возвращаются двойка, тройка, пятерка и 25 маршруты. Укладку асфальта на улицах Якутска завершили 22 сентября. Общая протяженность работ составила более 20 километров. Нерюнгринская ГРЭС готовится к отопительному сезону. В этом году были произведены работы по перекладке магистральных тепловых сетей. Также заменена тепловая изоляция на участке трубопровода протяженностью более 2 километров. Помимо этого был выполнен капитальный ремонт первого энергоблока. Нам еще предстоит выполнить ремонт котла БКЗ номер 5 и 6 на Чульманской ТЭЦ. Все эти мероприятия позволят успешно пройти поселку Чульман отопительный период. На Нерюнгринской ГРЭС, на водогрейной котельной, также до конца этого года мы завершим средний ремонт котла КВТК номер 5 и успешно пройдем отопительный период. Обращаю внимание, что Нерюнгринская ГРЭС начала отопительный период вовремя, и тепло в дома наших граждан было подано своевременно. Новая строка в квитанциях за услуги ЖКХ содержание несущих конструкций вызвала беспокойство жителей многоквартирного дома в Якутске. Иными словами, это геотехнический мониторинг. Тариф на оказание услуги составляет 89 копеек на квадратный метр. В целом, под геотехническим мониторингом подразумевают наблюдение за состоянием грунтов основания. При этом замеры температуры необходимо производить 2 раза в год, в начале и конце теплого периода. Геотехнический мониторинг, период эксплуатации и строительства здания должен проводиться в обязательном порядке. Зачем нужны расчетные температуры? Это та температура, при которой обеспечивается несущая способность. То есть, если она не обеспечена, то у нас не будет надлежащего сцепления свай с грунтовым основанием. И вышележащие конструкции могут деформироваться. Специалисты предупреждают, часто недобросовестные управляющие компании включают услугу в квитанцию, при этом не выполняя работы по ее оказанию. В этом случае необходимо обращаться в УК за предоставлением отчетных документов по геотехническому мониторингу. При их отсутствии собственник имеет право на перерасчет. Во-первых, вся эта процедура нужна для надежной эксплуатации зданий и сооружений, чтобы у нас дома не ходили, фундаменты не трещали. Вот так вот, для безопасности людей, во-первых же. Несоблюдение этих процедур грозит несвоевременным принятием мер необходимых для предотвращения всяких разрушений конструкций жилых зданий и сооружений. Сегодня отмечается Международный день пожилого человека. Героиня следующего сюжета – соцработник поселка Лебедины Алданского района Нина Саватеева. Ежедневно она заботится о людях преклонного возраста. С соцработником встретилась Татьяна Вахнина. К Вере Давлетовой Нина Саватеева зашла ненадолго. По хозяйству делать ничего не нужно. Уборка в квартире была вчера. А сегодня Вера Владимировна собралась в райцентр, в поликлинику. Помощница поинтересовалась, как подопечная будет добираться до города и сколько времени планирует затратить на поездку. Прощаясь, попросила Веру Владимировну позвонить вечером и не тащить из города тяжести. Они по магазинам еще могут. Она говорит, пока хоть погода не изменилась, он сейчас говорит, заедем к врачу, может быть, куда-то заехать, посмотреть. Редко, но попадают они выезжают в город.
От Веры Владимировны Нина Петровна отправилась к Вячеславу Дроздову. Сегодня день генеральной уборки, и к приходу помощницы хозяин успел убрать палас. Вячеслав Николаевич несколько лет назад овдовел. Тоске одиночества старается не поддаваться. Вот походов в лес не хватает. Мужчина – заядлый грибник и рыбак. Следующим летом, решил Вячеслав Николаевич, он посадит таежную ягоду под окном. Потому что брусника, морс я пью часто, постоянно морс полезный. Борис Мышенков по образованию инженер, работал на фабрике, по призванию же он охотник. Помогая по хозяйству Борису Александровичу, Нина Петровна с удовольствием слушает рассказы хозяина о том, как жили в Лебедином раньше, о работе на фабрике и, конечно, о тайге. Есть хорошо родственные связи, люди помогают друг другу, приходят соседи, а есть они в одиночестве. И я так думаю, что им нужна большая такая поддержка, чтобы они считали себя людьми и, как говорится, не уходили из этого ритма жизни. Работы в каждом доме много. Особенно часто лебединцы обращаются к помощнице с просьбами привезти из города продукты и лекарства. В поселке аптеки нет, а в продуктовых магазинах цены выше, чем в городских торговых точках. Я информацию по телефону скидываю, она покупает, приносит. В группе Нины Саватеевой 11 подопечных. В поселке Лебедином Нина Петровна – единственный социальный работник. Много лет женщина отдала детскому саду. Заботы об односельчанах преклонного возраста взяла на себя лишь несколько месяцев назад. Всех подопечных Нина Петровна знает давно, а новая работа даровала ей возможность общаться со старожилами Лебединова более глубоко. Татьяна Вахнина, поселок Лебединый, Алданский район. К этому часу это все новости. Увидимся чуть позже на телеканале Якутия-24.